напишу письмо. Они доказали, что война музыки не помеха. Легендарные «Голубые береты» впервые на ингушской сцене. Истории с фронта, песни о матерях, ждущих сыновей с войны, боевое братство. Каждая песня ансамбля буквально берет за душу, как служивших, так и тех, кто войну видел только в фильмах. Здесь не страшно, просто здесь Афганистан. Как там наши? Я во сне всех видел вас. Как сестренка перешла в 4 класс. Ты бы, мама, Ольгу в гости к нам почаще бы звала. И скажи, что вернусь я, чтобы она меня ждала. Секрет такого проникновенного исполнения очень прост, делятся участники коллектива. Каждая строчка из песен – реальная история из жизни, реальные слезы, настоящие потери. О горести утрат и армейских радостях они предпочитают именно петь. Опасной черты, среди гор впереди перевал. Ансамбль создали еще в 1985 году во время военных действий в Афганистане. Тогда, еще будучи солдатами, несколько десантников 1-го батальона 350-го парашютно-десантного полка поднимали настрой товарищей песнями. Сегодня они уже полковники, генералы и заслуженные артисты России, но все так же продолжают выступать с композициями, ставшие уже народными хитами. Сегодня, наверное, нет ни одного десантника, который бы не знал хоть строчку репертуара песен «Голубых беретов». Ту же «Синеву» мы поем уже за 33 года. А поскольку раз в год мы уже за нее 2 шансона получили. Вот. Но нашим пацанам же не объяснишь этого. Куда ни приедешь, давай «Синеву» и все. Репертуар ансамбля разнообразный. Это как тяжелый рок, так и авторские песни под гитару и даже кантри. Однако всех их объединяет одна тема – служение Отечеству. Кстати, сегодня музыканты презентуют свой новый альбом, приуроченный к 30-летию вывода войск из Афганистана. Это уже 11-й альбом. Назвали мы его «Не стесняясь, наград мужики». Ну, конечно, учитывая, что наших афганцев много в зале, десантников в зале много, то, конечно же, будут песни десантные, песни афганские будут. И старые песни совершенно новые, потому что нам надо мужиков поздравить. Вот мы их и поздравляем. После каждой композиции заслуженный шквал аплодисментов. Мне очень сильно понравился концерт. Все их песни были очень красивыми по тематике. Было бы хорошо, если бы они почаще приезжали к нам в республику, потому что это очень хорошо. Мне рассказывали про Афганистан. Было трудно, но все равно наши солдаты сделали свое дело. И мне понравились эти люди, военные, которые показали нам этот концерт. Концерт знаменитых беретов товарищей по службе Юнусбек Евкуров тоже не пропускает. Руководитель региона обращается к артистам военного ансамбля, прежде всего с благодарностью за их творчество. Также глава поблагодарил присутствующих в зале ветеранов боевых действий за их подвиг и стойкость. 30 лет вывода – это, конечно, большой срок, много времени прошло, много воды утекло. Но все равно как вчера, как в памяти вчерашнего дня и сам вывод. Но особенно те боевые действия, которые проходили. В памяти воспоминать тех, кто был рядом, кто вот вчера был с тобой, рядом на кровати спал. Вроде бы вместе вставали, вместе готовились, вместе все эти разгрузки, все это одевали, ехали на задание. А вечером ты уже один, его нет, потому что погиб. Так случилось. Конечно, мы должны помнить о них. Помним и о наших ребятах, которые тогда еще чтили Ингушетия. Большое количество ребят, если такое уроженцев Ингушетии более 500, а в Ингушетии это было более 1200-300 человек, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане. Достойно выполнили задачу. Нет ни одного случая предательства, сдачи в плен или еще каких-то отклонения или уклонения от боя. Не было, не случилось, все достойно служили. Но самое главное, наверное, это то, что благодаря вот таким ребятам, таким ансамблям, не только ансамбль «Голубые береты», но и те, которые поют про афганские песни, про песни участников боевых действий, вот память сохраняется, сохраняется история, сохраняется то самое святое, что есть у тех, кто воевал,
Только тот, кто воевал, об этом понимает, что такое вот сохранять это боевое братство, и оно еще умножается. Сегодня смело любой афганец может поехать в любой регион и своего боевого друга позвонить, предупредить, что он едет, его встретят. Ветеранам боевых действий глава республики вручил почетные грамоты. Свою награду, благодарность, а также приветственный адрес от главы Ингушетии получил и руководитель ансамбля Сергей Яровой, у которого, к слову, сегодня день рождения. Со значимой датой полковника поздравляет бурными овациями весь зал, ну а артисты, в свою очередь, обещают приехать в республику снова. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.